Или еще раз просто два слова: ставьте лайки. Просто скажи: ставьте лайки. Ставьте лайки! Вариант номер 3, который поможет увеличить. Привет, с вами Александра, и вы смотрите Business Break TV. Место, где бизнес работает, а вы получаете удовольствие. Сегодняшний вопрос у нас от Артема, и Артем пишет: Александра, к вам профессиональный вопрос. У нас есть компания «Мебельное производство». Процесс привлечения потенциальных клиентов сделали через специализированный сайт. На сайте стоит окно сбора контактов и уже находится УТП. Есть с него поток клиентов. Разработана система партнерских отношений с множеством компаний, относящихся к строительству и ремонту мебели. Еще мы сделали систему поощрений при рекомендации от наших старых клиентов. По всем физическим параметрам, скорость, сроки и гарантии мы выигрываем у конкурентов. Конверсия у нас около 90-80%, хорошая. Затраты, которые можно было минимизировать, минимизированы. Каким образом еще можно увеличить оборот компании? С уважением, Артем. Артем, очень интересный вопрос, и я вижу, что вы отлично поработали. И вот 5 путей от Business Break, как можно увеличить оборот компании, когда кажется, что вы уже все для этого сделали. Вариант номер 1. Если в вашем городе рынок уже полностью заполнен, то расширяйте ваши географические границы и выходите на рынки других городов. Но помните, что перед этим необходимо тщательно изучить, что там, да какая там ситуация. Вариант номер 2. Вводите платные, сервисные и дополнительные услуги к вашему основному товару. Так, например, Макдональдс с успехом продает огромное количество кетчупа и соусов, картошки фри. Вариант номер 3. Введите VIP-категорию с очень высокой ценой. Пусть это будет продукт или товар с невероятно высокой ценой. Например, диваны, инкрустированные бриллиантами и золотом с гравировкой вашего имени. Естественно, что вас его никто не купит, но, по крайней мере, люди подумают: ого, ничего себе, они такое могут. Используйте выставки, ярмарки, различные события и ивент-менеджмент для того, чтобы как можно большее количество людей узнало о вашем продукте. И 5-й вариант – это расширение ассортимента или же, наоборот, глубокая специализация. Так, например, для больших городов, таких как Санкт-Петербург, сейчас актуальна проблема обстановки именно маленьких квартир, то есть метражом до 35 квадратных метров. Артем, думаю, что эти шаги помогут вам поднять ваш и без того успешный бизнес на новую ступень развития. Yes! Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, заходите на мой сайт businessbreak.ru и получайте доступ к еженедельным выпускам Business Break TV. Спасибо вам большое за просмотр, и пересечемся с вами через неделю.